Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Руководством столичной полиции награждены члены народных добровольных дружин и внештатные сотрудники полиции. 10 сентября в здании Межмуниципального управления МВД России Якутска было проведено инструктивное совещание со студентами якутского филиала юридического колледжа Международной полицейской ассоциации и Байкальского государственного университета экономики и права, часть из которых являются внештатными сотрудниками полиции и дружинниками. В ходе совещания активные помощники выявления и пресечения административных правонарушений были награждены. Члены ДНД принимают участие в профилактических акциях и оказывают помощь участковым, инспекторам по делам несовершеннолетних. 10 января 2012 года подписан приказ номер 8 Министерства внутренних дел Российской Федерации об утверждении инструкции по организации деятельности внештатных сотрудников полиции. А также в июле 2014 года вступил в силу федеральный закон номер 44 от 2 апреля 2014 года об участии граждан в охране общественного порядка. Радует в каком отношении? Что вы не остаетесь в стороне совместно участковым полномоченным полиции, совместно патрульно-постовой службы, охранять общественный порядок. Это очень приятно. И хочется сказать слова благодарности. Если мы сегодня начинаем, значит начинаем наладить эту работу в системной основе, только это нести эту службу, совместно посмотреть, как работает полиция, узнать изнутри эту работу. Вы попадаете в поле зрения наших сотрудников, как бы выразиться, хорошей точки зрения, в каком отношении. Если вы сейчас начинаете нам помогать и узнавать нашу работу, и вы после окончания учебного заведения, в котором вы учитесь, надеюсь, что это большинство из вас станут сотрудниками полиции. Ценным подарком планшетный персональный компьютер Samsung Каштанова Игоря Петровича, студента 3-го курса Байкальского государственного университета экономики и права. Ценным подарком Кайгородова Егора Петровича, студента 2-го курса Якутского филиала юридического колледжа полицейской академии. Российской Федерации. Я поздравляю всех награжденных, но в то же время, ребята, спасибо, что сегодня пришли. 6 часов будет развод патрульно-постовой службы. Ну и начнем работать. Уже после совещания 10 человек отправились на инструктаж, где их распределили по участкам для помощи сотрудникам патрульно-постовой службы. Павлов, Еремей, Антонов, Громов, Антонов, Ильич, Макаров. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили нелегальных мигрантов, производивших меховую обувь. Участковыми 4-го городского отдела полиции совместно с сотрудниками УФМС выявлен подпольный цех по пошиву унтов, который располагался по улице Воинская. Предприимчивый гражданин Китая не так давно сменил свое гражданство на российское, став полноправным россиянином и, соответственно, якутянином, открыл в Якутске бизнес. При этом бизнес нелегальный. Прошлой зимой общественностью республики активно обсуждалась проблема дороговизны отечественных унтов и захват китайцами рынка традиционного промысла по производству зимней обуви. На тот момент пошумели и забыли, а вот конкуренты помнят, что скоро грянут холода, и продавая унты, можно очень хорошо заработать. Деловитый якутский бизнесмен китайского происхождения с российским гражданством открыл пошивочный цех, нелегально привез бывших соотечественников, налоги в казну государства не платил. 250 такой. Какой же готовой продукции? Это вы сами делаете? Это рынок. Ценники должны быть. Образец, короче, походу. Кто конкретно работает? Нет, такой. Сами работаете. Больше никого нету? Нет. Втроем чисто, да? Да. Ну она, вот видишь, факт. Блин, потом работодатели, ты не найдешь.
Если бы нарушения не выявили сотрудники правоохранительных органов, парочка трудолюбивых китайцев к январю обула бы в зимнюю обувь половину города, а весь доход с продаж ушел бы в Поднебесную и работал на развитие и так шагающей семимильными шагами экономики Китая. А мы с вами, дорогие россияне, пока повернемся, почешемся и подумаем, как законным путем снизить себестоимость отечественной продукции. Глядишь, как всегда останемся без рабочих мест, без денег и без традиционного якутского промысла. Сотрудники столичной полиции продолжают выявлять факты незаконной продажи алкоголя. Закон на запрет продажи алкогольной продукции в неположенное время введен давно, но наши продавцы, а зачастую это и сами владельцы торговых точек, нарушают закон в целях получения наибольшей прибыли. Участковыми уполномоченными 2-го отдела полиции выявлен факт незаконной продажи алкоголя в магазине «Авоська», расположенном по улице Горького. На данного продавца составлен административный протокол. Время 22:53. Молодому человеку вы продать? Доставай. Сюда. Нет, я не отрицаю. Узнаете, да, Ирина? Да. Первый раз на вас стреляют. Сейчас мы стреляем на вас протокол 14.2. Закон о продаже алкогольной продукции. Ложного. Понятно, да? Ну, откуда вам достали? Да, мне девушка просто дала бутылку. Чек? Есть? Чек у вас? Вы что, убивали? Чек у меня. У вас, да? Да, 200 рублей отдал. Отдайте, взяли какую-то? Нет? Сколько стоит? За сколько купили? Ну, 200 рублей отдал. 200 рублей дали, да, за это? А мы хотели бы напомнить, что продажа алкогольной продукции запрещена с 20:00 до 14:00, преследуется по закону и влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде штрафа. Оперативниками 3-го городского отдела полиции задержан мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений потерпевшему. Большинство преступлений, зарегистрированных на территории нашего города, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую любителями горячительных напитков не с кем выпить, но найти напарника на вечер не так трудно. В этот день мужчина приобрел бутылку водки в магазине, расположенном недалеко от своей съемной квартиры по улице Бабушкина. А через дорогу его уже как будто ждал новоиспеченный приятель, у которого также имелось еще 3 бутылки спиртного. Вместе они и отправились распивать алкогольную продукцию. Когда допивали уже 4-ю бутылку, все вроде бы шло к логическому завершению застолья, но у хозяина квартиры на почве алкогольного опьянения появились претензии к новому знакомому. Как позднее он пояснял суть конфликта с сотрудником полиции, собутыльник его унизил и оскорбил, что и подтолкнуло подозреваемого схватиться за нож. Мужчина нанес товарищу по пьянке 4 ножевых ранения. В тяжелом состоянии потерпевшего доставили в больницу. Сам подозреваемый с места происшествия скрылся. После обеда водку брал и выпил немножко, потом за бутылку песка вышел и нашел одного. Зашли ко мне дома, потом поссорились. В результате я его ударил ножом 4 раза. Я там, вообще смутно помню. Много выпили? А у него 3 бутылки, у меня по правой бутылке было. Что-то он меня обругался или что-то, хотел вообще унизить или что. Ну, короче, дело такого рода. Я 4 раза ножом на это ударил. Даже вчера аптеку пешком ушел. Короче, скрылся там. Оперативник 3-го ГОМа меня арестовали с деревни. Притащили сюда. Вот я свою вину признаю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 3-го городского отдела полиции злоумышленник был найден в селе Чурапча и задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Столичная полиция оказывает населению государственные услуги.
Отдел лицензионно-разрешительной работы предоставляет гражданам государственную услугу на приобретение лицензии огнестрельного гладкоствольного оружия. Отдел лицензионно-разрешительной работы расположен по адресу города Якутск, улица Дзержинского, 35/2. Режим работы с понедельника по пятницу с 14:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 13:00. Также информация о предоставлении государственной услуги размещена на сайтах МВД. Оперативники 3-го городского отдела полиции просят оказать содействие в розыске лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. За совершение тяжкого преступления разыскивается Одинцов Виктор Сергеевич, 1986 года рождения, уроженец села Урицкое Алекминского района, без определенного места жительства и работы, возможные места появления рынки города Якутска, район автовокзала ДСК. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просим сообщить по телефонам 44 30 05, 44 34 74. За совершение особо тяжкого преступления разыскивается Сторожев Иван Иванович, 1970 года рождения, уроженец Намского района, без определенного места жительства и работы, возможные места появления: поселок Ангаласы, микрорайон Марха, село Капитоновка, село Кельдямцы, автовокзал. Лиц, владеющих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просим сообщить по телефонам 44 30 05, 44 34 74. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энбигин кытары, кампытын кырдалынан эме, энмеха битин бир тылы, эйгин таптыбын дебитим, быста кабыл жанан мен бардым, карама түге эйхэ бэдэ хэбипин бир тылы доғыру атты бар туранын онону сибекки тупутун кериспе карагын олара мен борбар сыпсыластамак болан түстүлер быста кабыл жалан мен бардым караңа түге эйхэ бэдэ хэбипин бир тылы доғыру быста кабыл жалан мен бардым караңа түге эйхэ бэдэ хэбипин бир тылы